Здравствуйте, Мина. Здравствуйте, Мария. Здорово, что мы смогли Да, наконец-то встретиться. взаимно. Очень приятно видеть вас сегодня в нашем эфире. Меня зовут Мария, я сотрудник колледжа СНМ. Спасибо. Большое Очень спасибо, что приятно. согласились с нами провести этот прямой эфир на очень актуальную тему по соматическому дыханию. Очень актуально для нас всех, кто живет в больших городах, в постоянном стрессе, в спешке. Друзья, с нами сегодня эксперт-коуч по соматическому дыханию Мина Хаджиева. Пожалуйста, Мина, расскажите немножечко о себе, может быть, пару слов, и мы Да, можем конечно. приступить к нашим вопросам, к нашему эфиру. Всем доброе утро. Очень приятно познакомиться с вами. На самом деле это моя честь выйти в прямой эфир CNN, потому что это колледж, где я получила образование по натуропатической нутрициологии. До этого я работала персональным тренером электромышечной стимуляции, и вот меня в CNM привело желание глубже узнать, что же стоит э, глубже того, что просто физическая активность. Потому что я чувствовала, что мне и не хватало этих знаний. И вот проучилась я в колледже около 4 лет из-за пандемии, так как у меня 3 детей еще в этот период были дома. И все началось именно что с CNM Лондон, потому что там, когда мы начали изучать все системы организма, и я стала вспоминать свои истории и поняла, что все проблемы начинаются от стресса, как этот стресс, как от него избавляться, избавляться ли и так далее. И особенно в последний год, когда у нас была практика, и все клиенты приходили с проблемами со стрессом, на тот момент я уже пробовала дыхательные практики для себя. Вот. И решила, что ну ладно, я сейчас закончу, буду работать с нутрициологом, ну просто возьму какой-нибудь курс по дыханию для того, чтобы писать в план для своих клиентов, там, подышите 10-15 минут. А в итоге это превратилось во что-то очень настолько большое и глубокое, что после того, как я превратилась в коуча по соматическому дыханию, я сейчас изучаю, уже почти закончила, развитие малышей от 0 до 2. Потому что произошло во время всего моего обучения, это мое собственное осознание и то, как я вспомнила свои вот ощущения Мины, моего тела в утробе моей мамы. И это было очень глубоко, это было невероятно. И я, честно говоря, не поверила, если бы мой психолог мне не объяснил, что такое возможно. У наших мышц, у нашего тела есть память. И вот я просто сложила весь пазл и пришла к тому, что окей, так как в колледже нас учили, зрите в корень, находите корень причины, не идите по симптомам, а идите глубоко. Я стала копать, 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 копать и докопалась до дыхания. И поняла, что с дыхания начинается все и заканчивается, в принципе, мы из этого мира уходим с последним выдохом, а приходим сюда с первым вдохом. Да. И вот так я а, превратилась в коуча по соматическому дыханию, и сейчас я этому очень рада, и мне удается помогать очень многим, и не только взрослым просто. Я и маленьким детишкам преподаю от возраста 7 до 7 я работаю с родителями, потому что все, что закладывается до 7, это с родителями надо работать. И самый мой такой взрослый возраст, я не хочу по-другому говорить, это 74-75 лет. То есть от 7 до 75. Практически И в любом возрасте, да. любой возраст. Да, и с беременными я работаю. То есть, ну, просто у каждого бывает своя техника. Ну вот, вкратце, насколько могла сжать.
Мина, расскажите, пожалуйста, давайте в целом познакомим наших слушателей с темой самых ее азов. Что Мгм. такое соматическое дыхание и чем оно, прошу прощения, оно отличается от других дыхательных практик? Да, конечно. Соматическое дыхание берет свое начало из латинского слова сома. Сома означает тело. И все, что происходит в теле на осознанном, неосознанном уровне, оно в теле застревает. И соматическое дыхание помогает вам освобождать и выпускать все, что тело в какой-то период вашей жизни накопало. Мгм. И я на самом деле, когда вот задумывалась о нашем интервью, я вот как раз-таки думала, как мне это объяснить, потому что очень многих, очень многим это нравится, и мы дышим, но есть люди, которые боятся, Мгм. потому что есть мифы такие, что соматическое дыхание изменяет состояние сознания, можно сойти с ума. Это типа того, что психоделические какие-то Мгм. а, процессы. Но это абсолютно не так, потому что оно имеет в корне а, как бы доказанный подход к этому. То есть я использую разные техники дыхания. И у меня есть два способа. Один — это то же самое, что, например, это короткие дыхательные практики. И второй способ, который, кстати, человек может выполнять самостоятельно. Просто если я дам небольшую инструкцию и объясню. А второй — это как глубокая чистка, где мы используем часовую дыхательную практику. Вот она, вот ее я и называю более соматическая, потому что на протяжении 1 часа происходят сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, изменения. Человек выходит и понимает, что он сбросил из себя вот эти вот. Представим себя, если как лук, он сбросил из себя вот эту ненужную шелуху, которая уже подсушилась и готова просто Мгм. от вас отделиться, Отсоединиться. отсоединиться. То есть, Отсоединиться. в принципе, вот так. Скажите, пожалуйста, вот в продолжении темы, какие именно трансформации вот, могут произойти после практики соматического дыхания? Это, насколько я понимаю, в большей степени эмоционального состояния, верно? Или, может быть, еще также Не только, физического? Мгм. не только. Так как я все еще являюсь нутрициологом, у меня есть, когда я работаю лично, персонально с клиентом, я очень радуюсь тому, что действительно я не застреваю только на дыхательных практиках. Так и получается, что после одной дыхательной практики клиент приходит и говорит, что у меня вообще-то запор, и я вообще-то на антидепрессантах. Я такая, а давай поработаем с этим. То есть, работая через дыхание и небольшой такой баланс питания, есть очень хорошие радостные случаи, кейсы, когда и запор уходил, и девушка она была на 2 антидепрессантах, с одного сошла, и ей абсолютно нормально. Мгм. То есть тревожность уходят различные блоки, которые внутри вас, в вашем теле были закрыты, как, я не знаю, за таким огромным замком. Есть вещи, о которых вы не осознаете, которые вы не осознаете. Например, что-то произошло в детстве, допустим, с момента рождения. И, как я уже говорила, от рождения до 7 лет идет закладка, фундамент того, кем мы являемся сейчас. Вот то, кто вы, то, кто я, теми, кем являются наши слушатели, это результат того, как прошло у них детство. И даже, кстати, это не только от рождения до 7 лет. Если покопаться глубже, я вот быстро скажу, это очень важно.
сам процесс деторождения, даже если он проходит в идеальном, скажем, сценарии, он является травмой. Потому что представьте, вы сидите 9 месяцев у мамы в животе, у вас как пятизвездный отель, все включено. Да, очень Не комфортно. надо, да, ничего не надо, все комфортно, тебе только захочется, а твоя мама тебе уже это доставит. Тебе даже не нужно, но ты плаваешь, ты не чувствуешь гравитацию. Тебе всегда тепло, тебе всегда хорошо. Уютно. Ну, кстати, до сих пор люди, когда ложатся спать, они предпочитают вот идти в позу эмбриона, да? Вот, и вдруг малыш рождается, и он выходит, яркий свет, уже больше нет заглушенных звуков, а, громкие звуки, люди там, кто плачет, кто смеется. И вдруг он понимает, что чтобы поесть, надо доползти, пососать, съесть, извиняюсь, в туалет сходить, и это некомфортно. Газики появляются. То есть вот эти все мелочи вызывают, в принципе, травму. И поэтому вот, если я могу немножечко добавить то, чем я... Конечно, да, конечно, у нас есть время. Вот то, что по малышам я сейчас прохожу, это вот моторно-сенсорное развитие. Это способ объяснить мамам, как создать условия для того, чтобы как бы малыш, с какой бы травмой или не травмой, или просто вот малыш пришел в мир, нужно осознанно создавать ему условия для того, чтобы он натурально развивался. На самом деле природа задумала все так, что нам нужно просто это понимать и не мешать. То есть, чтобы просто не мешать. А у нас столько разных слоев. Вот нужно так, нужно там пеленать, нужно постоянно соску, нельзя держать на руках. И вот эти вот мелочи, они, в принципе, по маленькой травме создают. Потом очень важно понимать, как проходила беременность мамы. То есть от того, какая она была, стрессовая, не стрессовая, желанная, нежеланная, тело ребенка запоминает. И уже в соматическом дыхании вы имеете возможность раскрыть и отпустить те травмы, которые вы, в Англии особенно не любят говорить слово травмы, зажимы, скажем, да, блоки какие-то эмоциональные, которые в новорожденном ребенке в утробе мамы создались. Я прямой пример этого, и я уже, как и говорила, на себе это испытала. Кроме этого, все, что приходит через ДНК от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки и 14 поколений, что было доказано, есть исследования на PubMed об этом, они на мышах исследовали. Все это, то есть уровень стресса передается от 14 поколений вам. Вы представляете, какой-то багаж? Да. У нас просто Вторая мировая война была там 3 поколения назад, да? А вы просто представьте нас, с каким огромным багажом мы приходим. И я поэтому была счастлива на себе испытать и увидеть, что есть возможность постепенно, мягко убирать вот эти блоки для того, чтобы соединиться с собой и стать более, элементарно просто задышать посвободнее. Скажите, пожалуйста, Мина, вот я думаю, многие наши слушатели сейчас задаются вопросом, как долго нужно практиковать соматическое дыхание, чтобы получить какой-то результат? И Мгм. и каждый ли может заниматься этой практикой дыхательной? Или это для кого-то, к примеру, будет сложнее, для кого-то проще? Как вы как специалист считаете? Конечно, есть противопоказания, и в каждой практике, когда мы работаем с людьми, потому что люди, мы живые все, очень важно учитывать определенные моменты. Например, если мы говорим чисто о активном соматическом дыхании, что является моей фишкой в работе, да, то, конечно, тут есть противопоказания, такие как, например, беременность. Нельзя беременным дышать так активно, потому что само вот это активное соматическое дыхание, оно берет истоки из холотропного дыхания. Но оно холотропное дыхание не в чистой форме. Я его видоизменила, потому что, посмотрев на холотропное дыхание, оно слишком сложное. И потом, я не психолог, и холотропное дыхание должно вот в чистом виде быть под наблюдением
одного-двух психологов, и оно длится 2-3 часа с такими там, не знаю, барабанами и все. Это не по мне. У нас идет очень мягко, но активно одновременно. И это подтвердят девушки и мужчины, которые со мной вместе дышат. Так вот, беременность, для беременных есть отдельные практики на расслабление. Они очень хорошо действуют, потому что, ну, как я и говорила, вы расслабляете маму, расслабляется ребенок, то есть там два в одном получается. Да, другие процессы. Да, 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 абсолютно. Также, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания. Если есть недавно что-то очень в острой форме, если есть недавняя операция, например, то обязательно надо проконсультироваться с врачом. Потому что, как мы вот и привыкли, в колледже нас натренировали, мы не выписываем, не лечим, мы просто направляем и рекомендуем. Вот. Также эпилепсия может быть противопоказанием и очень глубокие, может быть, можно даже сказать, такие генетические врожденные психические заболевания, как биполярное расстройство или суперглубокая депрессия, которая вот лечится годами. Но опять-таки вот что касается депрессии, тревожности, панических атак, это такая граница, где нужно быть немножечко смелым и осторожным одновременно. Поэтому я предпочитаю, прежде чем начать практику с каждым клиентом, я обязательно делаю 20-минутный созвон, чтобы поговорить, посмотреть, потому что когда ты с человеком общаешься, ты понимаешь, даже вот можно считать человека, его состояние. И вот это делается обязательно, чтобы определить. И, естественно, если человек на тяжелых антидепрессантах, я узнаю, почему, зачем и так далее, рекомендую обратиться к врачу. И если врач подтверждает, что все окей, то мы начинаем. Но мы начинаем дыхательные практики с гибридной программы, которую я создала таким образом, что первые полчаса человек спокойно настраивается, вторые полчаса он уже готов, как бы раздышался и приступает к своей такой активной части дыхания. Вот. То есть это вот это противопоказание. Я, по-моему, ответила, да? Верно. Первая часть моего вопроса была в том, как долго нужно практиковать соматическое дыхание, чтобы был, так скажем, какой-то результат. У нас же все хотят очень быстрых результатов. Поэтому... Да, я понимаю, мы живем в таком мире, где все нужно один клик, и ты уже в порядке. Да, но вот насколько, хотя бы какой-то минимум, или как вы категоризируете? Минимум 15-20 минут, и вы уже входите в Нет, я вру. Я вру, потому что через 5 минут активного дыхания вы, в принципе, уже начинаете успокаиваться, вы уже можете начать испытывать вот эти соматические изменения, о которых я все время рассказываю своим клиентам, потому что их надо предупредить. Не потому что это что-то такое страшное, а потому что очень важно знать, что будет происходить. То есть 5 минут бывает достаточно. А так вот в часовой практике я всегда говорю 15-20 минут. Если мы делаем короткую практику, то она немножечко быстрее начинается, более активно. То есть, можно сказать даже, это такой вопрос, он, скажем, от 5 до 15 минут. Бывает достаточно, чтобы поймать состояние спокойствия. Если человек делает с намерением успокоиться, этого бывает достаточно. Если мы делаем полное соматическое дыхание, как весенняя такая генеральная уборка, тогда, конечно, нужно потерпеть. Через 15-20 минут уже человек начинает впадать в состояние потока. И вот начинают всякие изменения происходить. Ну ведь правильно, с первого раза может не получиться, или получится прям с первого раза? С первого раза получается. С первого раза получается. Здорово. У меня даже был такой интересный случай, если я могу быстренько рассказать. Да. Спасибо. Я вообще работаю с женщинами. Но иногда бывает, что появляются мужчины,
который приходит, там, чей-то папа, чей-то муж, Мгм. чей-то брат, мой племянник элементарно, да. Ну вот хотят, ну как можно отказать? А мужчины по своей натуре, они не любят показывать свое, ну, свои слабые стороны. Ну, это не Да, да. слабые стороны, это просто выражение себя как человека. Так вот, был один клиент, который никогда в своей жизни не кричал. Его супруга позвонила, я думаю, я могу рассказать, потому что без имен никто не поймет. Она попросила провести с ним соматическое дыхание, чтобы помочь ему избавиться от стресса, потому что он проживает очень сложную ситуацию на работе. Мгм. Я его предупредила, рассказала, что и как ожидать. Первые несколько минут ему стало холодно, а потом он просто уснул. Три Интересно. недели да, он 3 недели не возвращался, я сидела, думала, интересно, какой же будет результат. А через 3 недели он звонит и говорит, я вообще не понял, что это было. Он даже не мог спать, он немножко был раздраженный, потому что мы-то ему идеальную картинку рассказали. Вот вы будете дышать, потом вы будете, будет у вас на вдохе задержка и крик, и потом вы будете в состоянии потока. Но это не всегда так работает. Да, он был в состоянии потока, но его сознание решило поспать, потому что травма настолько глубока внутри, что он пока не готов активно ее выпускать. То есть у То нас есть это вот как сработал защита, верно? Такая вот, сработала. да, эго наше, которое сидит при фронтальной коре головного мозга, оно же любит контролировать. Надо с ним быть в балансе. Это не враг. У нас в организме нет ничего лишнего. Он просто решил, что мы сделаем все мягко. Вот насколько наше тело умное. То есть он такой, ну ты пока не готов, усни, поспи, как будешь готов, продолжим дальше. То есть вот такие вот интересные случаи бывают. А, Скажите, можно ли практиковать соматическое дыхание параллельно с какими-то другими практиками? Вот вы уже упомянули холотропное дыхание. Мгм. А, На самом деле я очень много о нем слышала. И да, слышала немножечко с негативной стороны, на самом Мгм. деле, но в том плане, что нужно очень с осторожностью заниматься этой дыхательной практикой, только со специалистами, Да. и можно ли соматическое дыхание сочетать с другими практиками, или лучше только на нем остановиться, или как-то с Вы имеете в виду осторожностью? с другими техниками дыхания? Да. Ну, однозначно, соматическое дыхание — это зонд, под которым есть разные техники, и я их комбинирую, когда создаю практики. Это такой, знаете, очень творческий процесс. Сначала я подбираю музыку, потом я, ну, во-первых, чувствую, на какую тему. Например, тема «отпустить», на английском letting go, она очень актуальна всем, потому что мы постоянно все держим. И Да. на эту тему у меня 4 практики, даже на разные уровни. И да, несмотря на то, что мы берем в основу холотропное дыхание. А что такое холотропное дыхание? Это активное дыхание, чуть быстрее вашего собственного, где вы делаете 2 вдоха и 1 выдох. Так, мои клиенты подтвердят, что мы дышим не всегда через рот, мы дышим иногда через нос, мы дышим не всегда активно, мы дышим немножечко продолжительно. То есть у человека всегда есть перед началом практики опции. Наше собственное дыхание — это как педаль газа и тормоза. Хочешь побыстрее, если чувствуешь изменений нет, и ты готов, у тебя есть силы, и ты хочешь, у тебя такой прям драйв, ты дышишь активнее через рот. Почувствовала, что ой, не-не-не, точно уже не могу, переходишь на дыхание через нос и поспокойнее. Даже можно чуть-чуть задержать дыхание, если слишком выдохлась. То есть всегда есть варианты. Поэтому моя практика безопасная. Но я понимаю тех, которые говорят, что ой, это, наверное, измененное состояние сознания, и все боятся, потому что люди могут там наслышались, что там грибов наелись или там Да, да, да. каких-то лягушек поели и там, не знаю, с ума сошли. Конечно, такое бывает, но для этого и существует форма и
консультация перед практикой, чтобы обговорить, что у вас имеется. То есть мы берем, я беру анамнез Мгм. и уже понимаю, что дать, как дать и так далее. И, а, кстати, измененная форма сознания к этому человеку приходит, когда он спит. Ну тогда давайте не будем спать, потому что нам бабайки могут присниться, Да, да. и мы можем проснуться от какого-то ужаса. Ну давайте никто не будет спать. Не поспите 3 дня, выживете ли вы, тоже под вопросом. То есть это такой вопрос, надо, я думаю, вместо того, чтобы вот узконаправленно смотреть, надо просто расширить свой кругозор и не бояться, изучить. А почему? А зачем? То есть чуть-чуть посмелее быть, я думаю. Ну и правильно я понимаю, что еще очень большое значение имеет выбор специалиста, потому что подобные опасения бывают у разных людей и в отношении ну, разных специалистов. Поэтому, конечно, очень важен выбор специалиста, его Да, образование, его ну, отзывы его клиентов, пациентов. да. И да, если мы выбираем надежного специалиста с очень таким надежным бэкграундом, Мгм. то, я думаю, можно не переживать. У нас есть вопрос вот от нашего слушателя. Какая длительность занятия с детьми 7-8 лет? Вот я думаю, что да, многих интересует тема детей, Да, я потому понимаю, как почему. управление стрессом, да, детей. У меня у самой Мгм. племянник, у которого ну, ему не поставили диагноз, но он, скорее всего, имеет диагноз СДВГ, то есть он СДВГ. очень активный, Мгм. просто невозможно его остановить. И, конечно, Радуйтесь, радуйтесь, интересно... М? радуйтесь этому. Потому Да, что да, это вот означает, что это... Да, извиняюсь. ничего, ничего. Интересно очень наверняка многим именно работа с детьми. Вот какова длительность работы с детьми и есть ли опыт работы с увеличенными аденоидами? Ну да, вот если говорить про детей, расскажите Так, немножечко об давайте этом. сначала дети, потом аденоиды. Хорошо. Аденоиды — это интересный вопрос. Да. С детьми. Я с ними работаю, я для них создала 3 программы. Две очень короткие, 7 минут, 8 минут и 15 минут. Потому что на самом деле, как я уже увидела на своих племянниках, они у меня вот начинающие подростки, им нужно буквально немножко. С ними больше надо поговорить, объяснить, как дышать. У детей это быстро. Это же дети, у них все Мгм. процессы происходят очень быстро. Поэтому им соматическое дыхание не нужно. Но, ам, сказав это, я признаюсь, на своем племяннике, моей сестры сын, и на 2 племянницах 15 и 16 лет мы сделали эксперимент 1 час соматического дыхания. И у Мгм. них были ощущения разные, такие же, как и у взрослых. Они не понимали, что происходит, но на следующий день им стало полегче. Они вот как бы стресс снялся. То есть это возможно, но уже более взрослыми. С маленькими, вот 7-8 Мгм. лет, им достаточно бывает 7-8 минут. И там буквально я использую 3 техники. Если я могу про них рассказать, я могу Да, быстренько конечно. рассказать. У нас еще А, есть время, поэтому будет да, интересно послушать. это техника дыхания по квадрату а, Мгм. с определенной музыкой. Это эм, диафрагмальное дыхание. Это то дыхание, с которым мы пришли в этот мир. Мы просто сейчас забыли, как дышать с диафрагмой, как дышать в живот. Мы все дышим верхней Верхней частью. То частью, есть, да. да, живот обязательно должен быть подтянут, нельзя, чтобы он выпирал, а он собирается и собирается и собирается, потому что живот — это вот очень такая щепетильная, чувствительная часть тела. Вот. И третье — это эйфорическое дыхание, которое немножечко, совсем немножечко похоже на холотропное. Мгм. И его можно самостоятельно выполнять. Оно безопасное, всего 15 минут. Но там безопасное тем, что выдох очень продолжительный. И поэтому ребенок не может Мгм. войти в такое измененное состояние сознания.
Он просто немножко взбодрится, и это неплохо. Да. Ну вот вы как раз упомянули, а это был мой следующий вопрос относительно того, можно ли практиковать эту дыхательную практику самостоятельно или лучше всегда со Мгм. специалистом, под присмотром. Как вообще обычно это происходит, да? Мгм. Соматическое дыхание, которое час длится, генеральная Мгм. уборка, лучше, конечно, ее делать со специалистом. Да. С любым, не обязательно со мной, с любым, которого вы найдете, кто практикует Мгм. дыхательные практики часовые. Коротенькие, они именно и созданы для того, чтобы человек внедрил новую привычку. Потому что эта новая привычка дыхания одна из Да, лучших привычек. Да. То согласна. есть мы можем даже вот сейчас, если вы хотите, я могу там сделать с вами короткую дыхательную Да, практику и было бы ну, интересно, да. под конец тоже, Мгм. да, просто чтобы вы прочувствовали уже, как внутри вас все поменяется, все замедлится. Это можно делать прям вот утром проснулся, Мгм. еще не открыла глаза, улыбнулась самой себе, поблагодарила за то, что ты проснулась. Бога, Всевышнего, Вселенную, природу, у кого что, да? Мгм. И просто еще не открыв глаза, делаешь вот эту практику коротенькую. Все. Ты как бы уже настроилась. Потому что мы знаем, что по утрам у нас кортизол бывает Да, выше. Есть люди, у которых он совсем высокий, а есть у которых совсем низкий. То есть это помогает как-то сбалансировать. Да, есть, конечно. скажите, ну и как вообще, есть ли какая-то у вас теория, как интегрировать вот эту привычку, вообще эту практику в свою повседневную жизнь? Вот, ну, утром, откровенно говоря, я переживаю, что мы все в такой спешке с утра, Мгм. что у нас нет даже там пары минут, но все-таки идеально в какое время Супер. дня, да, Мгм. суток, заниматься Нужно. этой практикой, и нужно ли, и сколько нужно времени, как вообще интегрировать эту привычку, потому что вот, да, это на самом деле очень актуально, так же, как со спортом, со здоровым Да, питанием, все важно, то есть одно дело, когда мы берем информацию и как новый навык, а другое дело, когда нам нужно внедрить это в нашу рутину, в нашу постоянную повседневную жизнь, которая вот изо дня в день да, одно и то же, так скажем. да, Есть ли да. какой-то, как внедрить в Вы повседневную знаете, жизнь? это на самом деле настолько легко. Это мы со своим человеческим умом любим Мгм. заморачиваться. Да, На самом абсолютно. деле все невероятно просто. Невероятно просто. Можно было бы, если человек осознавал бы, что у него есть такой шикарный бесплатный инструмент, меня бы, наверное, как специалиста и не было. Да. Я бы занималась чем-то другим, да, и все остальные. Ну, к сожалению, человек настолько ленив, что ему кажется, что нужно что-то особенное делать. На самом деле у вас это внутри есть, вам просто надо вспомнить. Так, подышать. Как дышать? А как я себя чувствую? Вот задаете себе вопрос. У меня сейчас, например, нет сил. Мне надо подышать активным дыханием. А как это делается? А вот так-то, так-то. Ну, едете в машине, да, если только вы не Ну, за понятно. рулем, Не если двигаетесь, активно, как бы. да, или в общественном транспорте, и вы можете за 5 минут быстренько успокоиться, за 5 минут быстренько активироваться. То есть просто надо знать, какие практики использовать, какие техники. Я, например, в своей работе с клиентами использую 4. После этого я могу их перечислить. Да. Да, это дофаминовое дыхание, которое активирует нервную систему. Это, другими словами, дыхание животом. Например, те, кто по утрам делают наули, вакуумное дыхание, это похоже. Или если вы не понимаете, как это делать, представьте, когда вы в тренажерном зале качаете живот, и на выдохе вы живот Мгм. сокращаете. То есть делается, живот Мгм. сокращается, да? Вот, вот этим дыханием активным вы за 3 минуты можете быстро подсобраться. Ваш
кортизол, который может быть, ну, скажем, предположительно, из-за надорванных надпочечников, истощенных, вы можете это поднять быстренько и продолжить ваш день. Вам даже кофе не нужно, в принципе. У вас есть просто свое собственное дыхание. Если наоборот, вам надо успокоиться, обращайте внимание на продолжительность выдоха. То есть, чем больше вы выдыхаете, тем лучше. Есть даже специальная доказанная техника, которую я изучала у Дэна Бруле. Я не знаю, вы слышали о нем или нет. Он написал замечательную книгу Oxygen Advantage, и он был коучем, кстати, Тони Роббинса. И когда он стал с ним работать, он такой за голову взялся, говорит, что ты вообще дышать не можешь. И тот научил. И перед тем, как Тони Роббинс выходит на сцену, если кто-то смотрел по нему документальный фильм, он сначала делает дыхательные практики. Он как-то так дышит. То есть он надышивает себя, разогревает огонь внутри себя, чтобы дать вот эту энергию другим. То есть есть всегда разные способы. И вот Дэн Бруле рассказывал про один, но его я рассказывать не буду здесь. Уникальный способ, как можно депрессию побороть. И это очень смешно выглядит, поэтому я сейчас ее показывать не буду. Очень смешно. Это я только вот индивидуально с кем-то. Да, понимаю. То есть всегда есть много разных способов. Так вот, дофаминовое дыхание, я уже про него сказала. То есть он повышает дофамин, один из нейротрансмиттеров, который дает счастье, правильно? Эйфорическое дыхание, которое балансирует нервную систему. Глубокое дыхание животом или диафрагмальное. Вы можете даже на YouTube бесплатно это найти. Это просто спокойно в животик вдыхаешь, спокойно выдыхаешь. Насколько хочешь секунд. И холотропное. И холотропное дыхание, которое я тоже использую. И я всегда комбинирую, потому что я не люблю к чему-то одному примыкать. Вот. Также у меня, кстати, на Инстаграме есть, я проводила для себя самой челлендж и выходила в прямой эфир. Мы делали суфийское дыхание, что было очень-очень интересно. Там был один подписчик, который на 4 минуты задержал дыхание после этого. После 2 раундов, по 5 минут мы дышали, и он после 2-го раунда спокойно задержал. Даже мне написал 4 минуты 10 секунд. Я такая, умоляю, не надо, 3 минут достаточно, потому что у всего есть свой предел. То есть всегда за безопасность, всегда за то, что быть бдительным, не навредить. У нас есть вопрос еще один. Давайте. Можно ли сбалансировать гормоны щитовидной железы с помощью соматического дыхания? Ну и в целом, я тоже хотела об этом спросить, относительно гормонального фона. Можно ли его как-то корректировать при помощи этой дыхательной практики? Однозначно, да. Мы как специалисты по здоровому образу жизни знаем, что от чего все зависит. То есть у нас есть кортизол, гормон здоровья. Он как раз-таки не гормон здоровья. Он король наших гормонов, и он важный. Если у нас проблемы с кортизолом, нам бывает не очень хорошо. И если он бывает не в балансе, он забирает из всех остальных гормонов для того, чтобы самому быть в балансе. То есть он такой, скажем, необходимый гормон, но он ведет себя немножечко, я его называю, паразитом. То есть он вытягивает. Нет, не паразит, а оппортунист. То есть он пользуется возможностями других. То есть он забирает. Так вот, в дыхательных практиках мы достигаем спокойного состояния, мы балансируем нервную систему. То есть мы из состояния бей-беги, симпатической нервной системы, переходим в состояние парасимпатической. Расслабились и переварили. Да? То есть происходит баланс этих 2 гормонов, и естественно, как каскад, все остальное балансирует. И сюда идет и гормоны щитовидной железы. То есть эндокринная система однозначно да. То есть как только наша задача успокаивать кортизол,
балансировать его. Как только вот он у нас там наверху, да, хотя нет, он, скорее всего, на фундаменте будет всего. Как только он, если он в порядке, значит, все остальное тоже в порядке. То есть логично, что однозначно да, щитовидная железа, она может приходить в порядок. Но это не означает, что у вас большие проблемы с щитовидкой, и вы такие, Мина сказала, пойди подыши, все пройдет. Нет никогда одной пилюли. Всегда надо делать анализы, идти к медицинским врачам, обращаться к натуропатам и к дополнительным специалистам, кем являюсь я. Поэтому все должно быть в балансе. Как бы физическая сторона, эмоциональная сторона, ментальная сторона. Тут с психологом было бы тоже хорошо поработать, потому что все связано. В комплексе, да. То есть мы всегда Абсолютно. говорим в CNM, что необходимо все рассматривать в комплексе. Нельзя просто обращаться только к одному, какой-то одной части. Одной держаться, конечно. И, безусловно, да, дыхательные практики в комплексе с другими аспектами лечения, да, будут помогать. Да, однозначно, они будут помогать, и я бы сказала, что это основа основ. Потому что обратите внимание, что происходит, когда человек в стрессе. Он начинает дышать верхним грудным отделом, он начинает не дышать, он начинает вдыхать верхним грудным отделом. А выдыхает ли он? Он выдыхает чуть-чуть. И вот это напряжение, оно собирается, человек приводит себя в состояние стресса. То есть первое, что нужно сделать, это научиться выдыхать. Если мы сидим вот так, в обществе привыкли, что означает, что нас что-то достало, и мы уже устали, а на самом деле... скучно, да. Да, скучно. На самом деле мы просто заботимся о своем здоровье. Мы вдруг вспомнили, что надо выдохнуть. Выдыхайте. Чем быстрее вы выдыхаете, то есть чем чаще вы вспоминаете, что надо выдыхать, тем здоровее вы на самом деле будете. Да, но интересный, от себя хочу добавить, что интересный факт, что мы действительно, я сама слышу очень много вокруг, что мы действительно мы практически не дышим. То есть, если мы не обращаем внимания, мы не дышим. И я могу сказать здесь, что совсем недавно мне тренер в спортзале просто обратил на это внимание. Я занимаюсь без тренера, но он обратил внимание со стороны и сказал мне, что я вижу, что когда вы делаете упражнения, вы вообще не дышите. Да. Хотя мне казалось, что я все-таки обращаю внимание, ну, я стараюсь, но тем не менее он говорит, я прям вижу, что вы все делаете на задержке дыхания, это неправильно, это просто саму суть упражнения разрушает. Это просто привычка, мы просто не дышим, то есть если 2 раза очень глубоко вдохнуть, то уже начинает кружиться голова, потому что вот эта привычка всю нашу жизнь мы просто дышим очень поверхностно, и только вот этой верхней, да, грудной клеткой. К сожалению, так и есть. Помимо того, что мы дышим поверхностно, многие из нас дышат ртом. Я заметила тенденцию, что дети стали больше дышать ртом, чем носом. И вот очень часто даже вот где возможно, я постоянно об этом говорю, что ловите себя на том, как вы дышите. Через что вы дышите? Дышите все время носом. Мы и созданы для того, чтобы мы дышали носом. Когда мы дышим носом, что у нас происходит? У нас очищается воздух, который мы вдохнули, поэтому у нас и есть волосяной покров внутри носа, правильно же? Который некоторые удаляют, но лучше, конечно, оставить, потому что очищается воздух. Потом внутри носа у нас воздух, у нас преобразуется nitric oxide, это нитрит азота на русском, да? Который очищает от бактерий, от вирусов, и уже чистый, очищенный воздух поступает к нам в организм. А вы представьте, если все время дышите ртом. Это первая причина. Вторая причина, что дыша ртом в повседневной жизни, вы приводите себя к состоянию стресса ненужного. И третья причина, что деформируется челюсть и челюстно-лицевые кости лица.
Обратите внимание на детей, которые все время дышат ртом. Те, у кого аденоиды, к примеру, да, у них нижняя челюсть, она западает назад. И у них вот бывает такое вот какое-то округленное лицо, такое вот больное округленное лицо. Мгм. А все, что нужно, это просто осознанно родителям приводить к тому, чтобы ребенок дышал носом. И это, кстати, вот с рождения можно исправлять. Да. Понимаете, это вот эти 3 момента, они очень важны. И сейчас, кстати, э, пик такой пошел, кто-то умный взял эту идею, интерпренер какой-то, предприниматель, и уже продают все вот этот mouse taping. Вы просто Они читаете мои рты, мысли. Это да, как раз рты то, что я хотела заклеивают. спросить. Как вы к этому относитесь? Вот это в ТикТоке сейчас есть Да, такой тренд, опять-таки, который, да, все мгм, покупают вот эти штуки, в которых прям можно спать. Прям рекомендуют с ними спать, что там есть какое-то небольшое отверстие. Не через что опасно ли можно. это? Но если есть небольшое отверстие, это не опасно. Мгм. Я когда училась, нам тоже, это было 2 года назад, уже почти третий год пошел, нам тоже рассказывали про то, что нужно маустейпинг Мгм. делать. То есть, но для этого не надо покупать какие-то специальные. Просто идете в аптеку, покупаете такой щадящий пластырь, которым Мгм. можно обработать и заклеить какую-то маленькую ранку, и клеите его на середине. Как раз М. края будут открыты. Это лучше, чем полностью заклеить рот, потому что такое ощущение, как будто вас заложники взяли, рот закрыли, и ты Вот, идешь это спать. немножко, Это меня это клаустрофобно немножечко вот так ментально как-то. пугает. То есть Да-да-да. прям Я бы заклеивание это рта ведь, да. лично такое Мгм. бы не сделала. Но я надеюсь, что я сплю ртом, хотя муж однажды записал, повредничали. Я записала, как он храпит, а он как я Да, да. храплю. Да, посмеялись, конечно. Но на самом деле вот можно просто вот этот пластырь так вот Мгм. закрыть слегка, чуть-чуть, но не полностью, ну не знаю. Это уже Мне ответственность каждого человека. кажется, Я да, не это умею. настолько индивидуальное. Ну, у меня коллега поделилась, что это было буквально game changing for her. Ну, она очень-очень прям в Да. восторге от этой Ну вот, специальной знаете, штуки, то есть получается, она заклеивает. но значит, для кого-то это подходит. Мы же все настолько разные. То есть для меня нет. Мне нужна свобода. Я вот не смогу с заклеенным ртом, потому что, слава тебе, Господи, я дышу носом Мгм. всегда. Вот, поэтому я думаю, что это как бы на личное усмотрение человека. Мин, большое спасибо вам за эфир, просто чудесный. Как мы уже пообещали, наверное, давайте попробуем эту небольшую практику, буквально на Давайте. пару минут. Конечно. Но перед тем, как мы ее сделаем, я хотела бы небольшой анонс нашим слушателям сообщить, что мы всех приглашаем, очень ждем всех на наш День открытых дверей. Он состоится 5 апреля. Он будет онлайн, то есть присоединиться можно из любой точки мира, любой часовой пояс, если вот в это время по Лондону, с 10 утра по Лондону вы можете к нам присоединиться. Это абсолютно бесплатно. У нас будет целый пул чудесных спикеров. Они расскажут разные темы. Этот день открытых дверей у нас приурочен к месяцу женского здоровья, который сейчас длится. Но вот мы собрали чудесные темы, разбор кейса по беременности, и полностью всю программу вы можете посмотреть. У нас все анонсы есть в соцсетях, и ссылка в шапке профиля на регистрацию. Это бесплатное абсолютно событие. Нужно необходимо зарегистрироваться. Также, Я буду. да, обязательно Обязательно. присоединяйтесь, приглашайте своих друзей, близких. Будет действительно интересно. Это такая уникальная возможность послушать мировых спикеров, и все будет с дублированным русским переводом на русский язык, поэтому обязательно присоединяйтесь. А также у нас будет День открытых дверей в Москве, кому это актуально, кто находится в России, в Москве, 26 апреля.
Также мы всех ждем. Также вся информация по нашем профиле. Таплинк, ссылка, там у нас все мероприятия можно посмотреть, открыть и почитать. Ну вот у нас буквально 3 минуточки, можем Давайте 2 минуты мы подышим. подышим. Так, сейчас я время посмотрю. Да, в принципе, это будет и даже меньше. Вот закройте глаза и прочувствуйте свое внутреннее состояние и обратите внимание на ваше дыхание, на то, как вы дышите. Дышите ли вы быстро, медленно, глубоко или поверхностно. Также вы можете положить руку на живот, обе руки. И обратите внимание, дышите ли вы в живот или дышите ли вы в грудь. Если вы дышите в грудь, ваш живот никак не двигается, перенесите свой вдох и выдох в живот. Эта техника взята из традиционной китайской медицины. Она просто называется осознанное дыхание. Просто обратите внимание на протяжении 5 вдохов и выдохов, как ваше тело дышит вас. Звучит немножко странно, но именно так и есть. Потому что обратите внимание, как наше тело дышит. Постарайтесь специально не дышать, специально не делать вдох и выдох. Дайте телу самому дышать, делать вдох тогда, когда оно хочет, и делать выдох тогда и столько, сколько оно хочет. И на следующем вдохе, и на следующем выдохе постарайтесь выдыхать чуть-чуть длиннее. Представьте ваши легкие, и как вы выдыхаете каждый пузырек из ваших легких. После этого вдох, спокойно в живот и выдох. И так еще несколько раз. Все внимание на вашем дыхании. Замечайте, никак не реагируйте, просто замечайте, как дышит ваше тело. Помогайте ему немножечко дольше выдыхать. И теперь вы можете открыть глаза и просто на 5 секунд сделайте такой чек-ин, проверьте ваше состояние. Оно уже замедлилось, уже нету вот этого эксайтмента, уже такое. Абсолютно, замедлилось 100%. Это можно делать везде, всегда, когда угодно. Здорово, Мина, спасибо вам огромное. Очень полезный эфир, интересный, и на самом деле это очень важно. Мы должны обращать внимание на наше дыхание в нашей повседневной жизни. Это одна из, собственно, бесплатных инструментов, Абсолютно. которые мы можем использовать каждый Встроенная день. в нас. Готовая, встроенная. Просто надо вспомнить. Просто надо вспомнить. Ну, говоря про себя, я вот обратила внимание, что я, конечно, дышу очень поверхностно. И когда вот вы говорили, что нужно обратить внимание, какой частью, да. У меня дыхание вот в самом верху, вот здесь живот прям вообще не двигается. Присоединяйтесь к нам, мы вас научим. Обязательно. Большое вам спасибо за этот эфир, что поделились с нами своим опытом, своими знаниями. И да, подписывайтесь все на Мину, много интересной информации. Конечно, присоединяйтесь к нашим событиям. Огромное спасибо, всем хорошего дня. Давайте отличных выходных. Да.
Скоро выходные. Всё. Будем здоровее, да. Большое спасибо, Мина. Всего доброго. Спасибо Рада была вам. знакомству. До Взаимно. свидания. До свидания.